Всем привет! Сегодня у нас в гостях Александра Улинова, и сегодня она расскажет нам про себя, про город и про проект 7 километров. Я тогда еще не знала, что с ранхиксом у меня будет серьезно надолго. Но я считаю, что все люди должны как можно больше читать книг. Смотрю на себя в зеркало, и мне не стыдно за себя. Очень важно все равно уметь для себя расставлять приоритеты. В такой обстановке невозможно выгореть. Меня зовут Александра. Вот, имейте в виду. Расскажи про себя. Я родом с маленького села Мальшигар, вот в нашем Нюрбинском районе. Моя мама переехала сюда в 2006 году, и я тоже вот приехала к ней. С момента моего приезда в Нюрбу все мои знакомые, друзья постоянно говорили то, что есть такая девушка, Саша, про то, что ты училась В Ранхиксе? В Ранхиксе, да. Я хотела рассказать про это. В Ранхиксе, да, я училась ровно 2 года назад, я помню, как раз это было 7 сентября. Я пошла на свое первое занятие на Причистинскую набережную. Я тогда выиграла грант на обучение по программе «Городские проекты». Это было повышение квалификации. Я тогда еще не знала, что с ранхиксом у меня будет серьезно надолго. И после этого нам там порекомендовали преподаватели, что есть большая программа, мастерская программа. Мастер, он уже идет, ну, как магистр. И что туда тоже можно поступить через грант. Я получила диплом, теперь я мастер публичной политики по развитию городских территорий. Поздравляю. Спасибо. До этого у меня экономическое образование. Я закончила EAP. До этого я тоже училась. До этого я училась на филфаке, русское отделение, мировая художественная культура. Ну вот я работаю в дирекции развития общественных пространств. Ну, дирекцию мы открыли в 2019 году. Дирекция занимается благоустройством наших городских территорий, а также их содержанием. И здесь начинается самое важное. Надо уметь содержать эту территорию, да, чтобы территория жила, чтобы все вложенные средства, силы, надежды окупились по полной программе. Поэтому вот надо уметь не только вот проектировать, да, и строить, а еще и содержать наши городские территории. Вот чем мы занимаемся. Бу именно касбидди проектами тустуна историялах буллади. Хан бу парк боллагана дигинен тычтоксус отутаттахлакка оңолут парк. Сергей Васильев ол хагана манна биле партия рекомн секретарь деп курбету диби билине улус баалыгын хага тамнакки бол ананан келен үлели хиджан эл бахбагай ханга хүрәне ман нюрбагал бута. Он ол бигер бу паркан оңоттур бута. Олин би парка бут. Сергей Васильев Баргонской ат нүгер. Урут рукутан ки барата биле биндага осахам холобур ман катар хебас паркан катар хебас та мен элбахти паркага огайдан хажыбытым. Оны ман ыгыктарга хажачыбын. Он олин би опсен нюрбалар бары ман паркан чостык ханыжып. Он боллагана Александр Игнатьевич келле-келет багыкты келем баран эппите бу бастык задачыбыт би паркавдын hörgüdüktaq bitten. Onna nehilek boldum bitta bäte ıqtaq boluqtaq kelen ayılar tühen ahar hidere bar boluqtaq bittan. Olur kıtalıqtaq Antonovka hiregen считается ди. Олин болор бу Нюрба хиргер бәтин территория ами ayılar tühen ahar сидere бар boluqtaq ıqылар сире бар boluqtaq. Onu олин били ол уруккубуту традиция битен тоқтан hörgüden деп курду бу паркага ыгдарга даганы хөптү бәһәр атын мероприятиялар ыгдарга хөптү бәһәр оны күннәгә олога бир токтабакка тетимнәктиге бара турар сире боларын курдук оңорок каден токудан баран этилерин киллереннәр баганаларын киллереннәр үксүн жонор токудан токтар предложениялара киллер багар баганалары олин даганы бу парка биле ток багай жоңго чугас того жета карман келенетелер бу биле биги эп токпутунан оңор буккути жена асыналар. Я считаю, что все люди должны как можно больше читать книг, и что вот начитанные люди интереснее, и как бы
и успешнее, ну и вообще. Сейчас меньше времени на это свое любимое дело, но я обязательно читаю. Ты успешный человек? Ну, я считаю, да. Да. Успешность тоже, смотри, очень такое понятие многоликое, да. Например, успешный человек — это не обязательно тот успешный успех, который там ездит на крутой машине, да, и там вот так сорит деньгами. У нас принято так как-то считать в большей степени, но на самом деле бывают успешные матери, которые вот очень успешно реализовали себя как мама. У них очень такие дети образованные, да, которые вот вырастили своих детей, и вот это их успех. В любых ипостасях человек может считать себя успешным. А в чем я считаю себя успешной, например, да? В том, что я просыпаюсь утром, смотрю на себя в зеркало, и мне не стыдно за себя. Вот в чем мой успех, и я считаю, что вот этого я добилась и очень этим горжусь. Можешь, пожалуйста, посоветовать нашим зрителям и мне лично про тайм-менеджмент? Как организовывать свое время, чтобы успевать все? Все, это, конечно, очень сложно. Недавно я подумала, что, конечно, приходится чем-то жертвовать. Очень часто страдает, вот, например, в угоду работе может страдать вот, да, семья. Но с этим ничего не поделаешь. Приходится, но все равно пытаться как-то все в одну корзинку уместить, все впихнуть. Очень важно все равно уметь для себя расставлять приоритеты. То, что важнее, то, что срочнее, что более будет, ну, принесет больше плодов. И вообще надо думать вообще на перспективу, да, в дальнейшем, чтобы одно действие решало как можно больше задач. Если ты занимаешься каким-то делом, и ты отдаешь этому 100% своего времени, ты получаешь 100% результат. Ты делаешь 10 дел, у тебя получается 10 плохих дел. То есть 10% качество это не может быть считаться хорошим. Да? Не обязательно надо все успевать. Главное успевать то, что важно. И, конечно же, не забывать о себе, потому что вот стратегия заключается в том, чтобы сохранить себя как можно дольше работоспособным, да, эффективным. Поэтому вот надо обязательно о себе заботиться, высыпаться, заниматься своими любимыми делами. Например, вот я читаю и постоянно держать свой мозг в тонусе, постоянно что-то новое изучать. Как ты справляешься с выгоранием и бывали ли они у тебя? Не было такого, что я прям вот просыпаюсь и не хочу, например, идти на работу, да? Возможно, потому что я довольно часто, ну не то что часто, вовремя меняла деятельность, например, из школы. Я вот, ну вот в школе, да, вот у меня было, когда вот я вот поняла, что вот тогда, кстати, вот первый мой опыт работы, когда я работала в школе, я просыпалась, и я понимала, что не хочу идти в школу. Это было, ну, и я думаю, если человек любит свою работу, да, считает, что ее важной, да, тогда, по-моему, вот это с выгоранием можно справиться спокойно за счет достижения результатов и получения удовольствия вот от результата своего труда. Вот это самое ценное. Вот у меня постоянно сейчас мечты такие, там, были построить парк, да, то есть возродить парк, там, набережную, там, теперь у меня прям горит внутри вот эти все 7 километров, да, сделать там центральный бульвар. Вот это как раз вот эти желания, которые вот, если они исполняются, потом они тебя очень долго напитывают. Вот я работаю вот как раз здесь в парке, находится наш офис, в котором мы сейчас сидим. И каждое утро, когда я прихожу сюда на работу, это для меня настоящее удовольствие. Потом через наши панорамные окна я смотрю, как люди гуляют, дети играют, и это в такой обстановке невозможно выгореть. Ол Сергей Васильев бу парканы эми ол хаганы народ күйүнөн оңголду парк. Токтан кач көрүлөт акбыттаны. Народ күйүнөн оңор буттар, оны боллаганы биле улахан манна туох федеральный практически, ну туох бэбит, ну как дальний восток багас туохтак масштабтак терехин болбут, хеп. Онна бол ол терехин боларыгар
арай ыджиттар о арахнай улахан кораттартан арасы хуктук улахан дөйдүбүт арасы хуктартан каленнер бу алияга калбиттер би алиевдигер ити хатыңнага алиевдер ону Сергей Васильевич мечталага теббана кини нюрбага каленба ары да климат хамнага соус эбиттен өйдөн көрбүт она яблонялар мана уйнуктарын хөбөтеден багарар эбит ага ону воллагана олин ары келен көрбүттер ити хатыңнарга кыхыл жабылкалар курдуктар бага янан туралар эбит Онра гэлбэх. Он нас хөвдөр бутуг үйдэннэр хэв. Он олага Сергей Васильев бэлэ доктор активисттер которые дев курдук доктаннар. Хэмэт гактарын кыл гына красклам бараннар дэлби илбиттер. Ага оны биле яблоневая аллея курдук хэв. Онун гол мечталар элем биде парков аралыгытыгар ити центральный входной зонаттан текирен стака эти дорожка кытытынан эти яблонялар олинор дуппут. Ага он Сергей Васильев хеннере энкелхаттар. Он кинелер эмия саженцы албыттар ол быйгар бар. Ага олин бу парков основателен мечтатын эти олукка ага келер бит хергелер бит баалар ол урутуруп куттан беле ол ыяктар ытылдыптарын хагынагаттан эти сохранить болбут оны итине медигнен хата кудап кайтаккына битет хэп это октан калбы тергелерин баалар хэп оны кайтаккына битет оны кыжастыр кетер хөбелесиппитен хорохтор тохчебиттер хаңардылы бат точно ебиттер хэп ага реставрацияламат онто окту тергелери околобур оюр тыяга сохон бараманнык төбөтүнөн үйөдө көйнөрөн кайкаптен болуптур онну кыналлар эбит онто би токуйдан бараман деп олор эти тух баржы биги онно мана атын туристическая эти сирдерге калебит оно акрополин деген хажабыт да ол бу арахана этини тухтарга хажабыт онту кайдар болгона ажынан барын хыталлар хэп колор колоннар октуп болуптур октубуттар оны кимдан тыпат ага вот именно били прелесть в этой старине холоб развалина имеет достопримечательность полон хэп били исторической ценность так поланде он эти быйылгы хүрбе бесыллага бил корап болдуп бут хүрбе бесылын билетир ыгык будер абийти быйыл бирсерге турдут. Расскажи, пожалуйста, про свои реализованные проекты и проекты, которые в скором времени уже начнут реализовываться. Ну, проекты бы я не назвала своими. Это в каждом проекте, да, очень много людей задействовано. Есть один проект, которым я до сих пор очень горжусь. Работая в ЦДНТТ, Центре детского научно-технического творчества, мы открыли кинозал. Такого еще не было практически в России, чтобы учреждение, образовательное учреждение, да, муниципальное образовательное учреждение, ну, то есть Дом пионеров, как бы, да, Сан юных техников, открывает свой собственный кинозал. Мы перевели учреждение, как бы, организационную правовую форму в автономное. Было бюджетное, сделали автономное и выиграли тоже грант. Поставили оборудование, своими ручками отремонтировали практически все здание и запустили кинозал. В 2013 году это было. Потом вот, ну, конечно, крупные проекты, если рассказывать, это уже здесь работа в мэрии. Я понял то, что набережная, она не до конца еще достроена, да? Да, это... Сколько этапов она будет длиться? Благоустройство набережной мы разбили на 3 этапа. Первый этап это, конечно, вот это самая емкая, самая ресурсоемкая часть, это благоустройство площади Ленина. В этом году мы вот подходим к завершению вот работ, собираемся вводить, ну, открывать вот эту первую центральную часть. Вторым этапом назначено благоустройство, вот начиная от площади Ленина до сквера геологов. Должен пройти вот такой променад, и в дальнейшем мы должны предусмотреть велодорожки с твердым покрытием, со всеми предупреждающими, ограничительными знаками, в общем. Люди говорят, что счастье одномоментно, да? А мне кажется, оно наоборот растянуто во времени. Вот недавно как раз дали нам отопление, и у нас в квартире потеплело, и я вечером лежу рядом со своим ребенком, смотрю, как мой ребенок спит, я думаю, какая я счастливая женщина. У меня есть свой дом, дети мои, у меня есть работа интересная, да, у меня есть друзья близкие. И это продолжается уже, ну, как достаточно долго, все это у меня есть. Я надеюсь, все это будет продолжаться так же. И вот это и есть счастье. И вообще счастье
просыпаться утром и замечать какие-то вот те моменты, которые тебя радуют. Запах кофе, да, который тебе нравится. Или вот я сюда прихожу на работу и вот вижу, как утром восходит солнце, зимой, как первые солнечные лучи падают на снег, и он становится розовый. Вообще счастье, оно растворено везде. Просто надо уметь его находить и замечать счастье вокруг нас. Спасибо за интересную беседу. Было очень классно с тобой поговорить обо всем понемногу. Мы узнали много нового об Александре, о проекте в городе Нюрба. Я хочу тебе пожелать удачи в дальнейшем, чтобы работа доставляла удовольствие, так же, как и сейчас, новых интересных проектов. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. До скорых встреч! Пока!